Призыв услышан. В Башкортостане на 28% увеличилось число вакцинированных после того, как власти объявили о новых правилах поведения во время пандемии коронавируса. Как не допустить локдаун и что все это означает для предприятий, обсуждаем прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами ректор Института развития образования Республики Башкортостан Азат Янгиров. Азат Вазирович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Понимаем, какой у вас плотный, сложный график. Новые правила пандемии во время коронавируса, о которых объявил глава Башкортостана Ради Хабиров. Как вы понимаете, для чего это все сделано? Да? И вот 28% рост по вакцинации, о чем это говорит? Ну, на мой взгляд, здесь все-таки главная цель, которая преследовалась руководством республики, это все-таки не допустить очередного локдауна в экономике республики. Мы все знаем то, что локдаун очень тяжело отражается прежде всего на малом и среднем бизнесе, который занят в оказании услуг населению. И хотя мы иногда слышим разговоры, то что лучше бы ввели там локдаун на недельку, чем вводили такие жесткие правила по, в том числе, вакцинации, все-таки мы должны понимать, что локдаун, конечно, он не может вводиться на недельку, на несколько дней. Это такое длительное мероприятие. Если мы хотим получить эффект, я думаю, что не менее месяца должен продлиться локдаун, что показывают и зарубежные страны. Мы уже знаем то, что Франция, Испания, Италия, они уже регулярно вводят эти режимы и теряют из-за этого очень серьезные ресурсы. Вот здесь все-таки, на мой взгляд, руководство республики выбрало оптимальный вариант, чтобы предприятия не закрывались, чтобы у них была возможность осуществлять экономическую деятельность. В то же время, на мой взгляд, население, и как вы правильно озвучили, оно уже отозвалось на этот призыв. Я думаю, что так или иначе ситуация выровняется, и бизнес хоть и понесет потери, но они не будут столь колоссальными, как в случае локдауна. Насколько мы близко к локдауну сейчас? Ну, здесь пока по общим таким сведениям прямых таких предпосылок для локдауна нет, но мы знаем, насколько быстро и стремительно может измениться ситуация. И, к сожалению, надо признать то, что уровень вакцинации в республике достаточно невысокий. Мы примерно вот сейчас можем назвать цифры, что свыше 400 тысяч человек вакцинировалось при 4-миллионном населении. Это, конечно, очень и очень мало. В то же время надо отметить, что среди этих 400 тысяч вакцинированных осложнения получили в результате прививки буквально 0,5%. То есть это очень такой небольшой показатель, который говорит о том, что прививка в целом для большинства проходит нормально, и таким образом не стоит ее бояться и опасаться. Как вы оцениваете действия Москвы? Там все-таки принимают очень жесткие меры, в том числе и объявление локдаунов. Сначала было до 21 числа, теперь до 29. Вот как вы понимаете ситуацию там? Там, на мой взгляд, действительно ситуация очень и очень осложняется. Но прежде всего Москва, мы знаем, что уже имеет сообщения со многими странами мира. И основная масса иностранцев так или иначе стекается туда. И в результате, конечно, ситуация стремительно осложняется. И здесь, на мой взгляд, это тоже для них такой, скажем так, вынужденный шаг, вынужденная мера, на которую они пошли. Хотелось бы, чтобы в республике такого не произошло. А чтобы не произошло, нам надо кратно увеличить долю вакцинированного населения. Немного ретроспектива. Вот Институт стратегических исследований Республики Башкортостан Александр Дегтярев озвучил данные, что в прошлом году бюджет недополучил более 25 миллиардов рублей. И это ущерб от пандемии коронавируса. Подтверждаете ли вы эти данные? В целом, вот ваша оценка, какой вред и какой эффект нанесла пандемия коронавируса на экономику республики? И смогли ли мы противостоять этому? Все-таки 5-е место в национальном инвестрейтинге – это тоже один из показателей госуправления. Ну, я, к сожалению, не посмотрел эти цифры, но, возможно, они имеют место быть. Все-таки по официальной статистике, хоть Башкортостан и снизил, скажем так, объемы производства по 2020 году, но это снижение оказалось меньше, чем по Российской Федерации в целом. И такие показатели практически по всем отраслям экономики. Более того, Башкортостан один из немногих регионов, который смог хоть немного, но нарастить инвестиции в этот сложный 2020 год. Увеличились объемы ввода жилья в том числе. То есть ряд параметров даже улучшился. В целом Башкортостан показывает такую устойчивую характеристику, такую, скажем так, сопротивляемость этим кризисным депрессивным явлениям.
Я думаю, что это благодаря прежде всего тому, что достаточно сильно развит у нас крупный бизнес. Мы знаем, что порядка 30 предприятий формируют более 70% валового регионального продукта. Это в определенном смысле обеспечивает устойчивость развития экономики республики. 2021 год – это постпандемийный год, все-таки так его называют. Да, какие вызовы основные сейчас? Ну, сейчас мы действительно сталкиваемся с тем, что появляются все новые и новые мутации коронавируса. И я думаю, что они и дальше будут появляться. И, к сожалению, вот все будет зависеть от того, насколько сильно будут накрывать, скажем так, эти волны новых видов коронавируса. И по мнению многих специалистов, многих экспертов, как это так вот ни странно звучит, что единственный путь для восстановления экономики, единственный путь для возврата к допандемийному развитию – это массовая вакцинация населения. То есть вот здесь вакцинация и экономика имеет прямое значение, прямое сообщение. Но мы знаем, что до 1 июля порядка 60% госслужащих в Башкортостане должны быть вакцинированы. Об этом объявила глава Башкортостана Ради Хабиров. Да? Вот вы уже указали на связь вакцинации и экономики. Вот антипрививочники, что бы вы им сказали? Во-первых, я бы привел свой пример, то, что я сам вакцинировался 2 компонентами спутника ВИ. При этом я в свое время и переболел коронавирусом, то есть, слава богу, прошло все нормально. И среди моих знакомых тоже в 99% никаких осложнений, никаких проблем нет. Это первый момент. Второй момент. Все-таки мы должны понимать, что так или иначе все те, кто работают, могут получить огромное количество ограничений в связи с тем, что не имеют прививок. Мы уже слышали, скажем так, высказывания Министерства труда Российской Федерации, когда они заговорили о том, что, возможно, будут давать работодателям право отстранять от работы не привившихся сотрудников. В Москве есть такой опыт уже, да. Вот. Это очень серьезный момент. Кроме того, все-таки мы должны понимать, что есть целые категории сотрудников, людей, которые работают с массами людей, в массовых местах. Для них, мне кажется, особенно актуальна прививочная кампания, потому что они могут, скажем так, служить источником повышенной опасности. И еще один момент, который хотелось мне отметить, все-таки даже если человек переболел коронавирусом и имеет там определенный уровень антител, эти антитела его не защищают от новых видов, новых штаммов коронавируса. То есть они защищают только от того штамма, которым он переболел. И в этой связи получается, что именно прививка обеспечивает, может быть, не 100%, но защиту от новых видов коронавируса. Ну, об этом и говорит и мэр Москвы Собянин. Он сказал то, что сейчас главная задача вакцинировать, потому что у человека будет больше антител, и, значит, его организм получит сильнее иммунитет, который сможет бороться с новыми штаммами коронавируса. Да, действительно, это так. Абсолютно согласен. Полгода прошло, мы можем говорить о состоянии экономики Башкортостана. Что вы видите? Ну, мы видим, в общем-то, в целом определенные процессы восстановления экономики. Пусть, может быть, они не столь высокие, но идет восстановительный процесс и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в малом, и в среднем бизнесе. Все-таки, на 3000 человек предпринимателей да, стало больше. Совершенно верно. И здесь все-таки вот очень важно не потерять вот эти вот достижения, которые обеспечены руководством республики, в том числе за первое полугодие. Они даются очень большим трудом. Мы знаем, что по инвестиционному рейтингу по линии оси мы впервые вошли в 5 регионов. То есть масса заделов, которые очень, скажем так, вдохновляют и могут обеспечить серьезное прорывное развитие республики. Но чтобы вот это прорывное развитие, скажем так, не было опечалено новыми волнами коронавируса и, скажем так, людей, опасающихся вот этих прививок. До конца года ваш прогноз, что будет с экономикой? Я все-таки хочу верить в то, что большая часть населения республики так или иначе привьется. В случае этого, я думаю, что в 2022 году мы можем наблюдать уже очень мощные и серьезные процессы восстановления. Так говорят многие эксперты и многие аналитики. Ну и в завершении нашей программы зафиксировать все-таки вакцинация. Это действительно спасение, и это единственный способ не допустить локдауна? На мой взгляд, на современном этапе это единственный способ. Больше других у нас инструментов нет, других, как говорится, способов нет. Поэтому все-таки хотелось бы призвать население, призвать
всех граждан подойти сознательно и к себе, и к окружающим, и привиться в кратчайшие сроки. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» был ректор Института развития образования Республики Башкортостан Назат Ингиров. Мы говорили о том, как спасти экономику, о том, что вакцинация – это основной способ не допустить локдауна и для того, чтобы мы жили с ограничениями, но все-таки в более комфортных условиях, так как есть сейчас. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.